Здравствуйте! В эфире информационный выпуск МШевшара. И сегодня в выпуске. Оружие не для всех. О географических названиях, помощи в строительстве и многие другие вопросы. Репортаж заседания Кабинета министров. Жесткий разговор. Проблема энергетики было посвящено совещанию в Черноморэнерго с участием министра экономики Кристины Озган. Безопасный отдых. МВД усиливает контроль в отелях. В творческом полку прибыло. 24 дипломные работы защитили выпускники Сухумского художественного училища. Аслан Бжаня подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Республики Абхазия о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно распоряжению, с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий, объектов общественного питания. Правительство наделило Минпрос функцией органа госуправления в области наименования географических объектов, утвердило перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции за счет госбюджета, а также положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами и порядок выдачи лицензий на приобретение гражданского и других видов оружия. Репортаж Симы Аргун с заседания правительства Абхазии. Члены правительства рассмотрели проект о внесении изменений в положение о Министерстве финансов, согласно которым Минфин сможет утверждать ведомственные награды сотрудникам. Как отметил, представляя проект, министр отрасли Владимир Делба, основной целью документа является повышение престижности работы финансистов. После недавних событий в Пицунде в стране вновь заговорили об ужесточении правил торговли и владения оружием. На сегодняшнем заседании правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, а также порядок выдачи лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия. Отныне продавать или приобретать оружие станет сложнее. Проект разбит на два приложения. Первое приложение, из которых регламентирует выдачу Министерством внутренних дел лицензий на приобретение гражданского оружия гражданину Республики Абхазия. Второе приложение регламентирует выдачу лицензий на приобретение спортивного оружия юридическому лицу, основным видом уставной деятельности которой является деятельность в сфере физической культуры и спорта. Согласно принятому решению, Министерству здравоохранения поручено составить перечень заболеваний с целью выявления категории граждан, которым можно будет приобретать эти виды оружия. Члены Кабинета министров определили уполномоченный центральный орган государственного управления в области наименований географических объектов. Этой функцией будет наделено Министерство просвещения и языковой политики. На сегодняшний день существует большая проблема в правильном написании названий сел и рек на вывесках вдоль центральной трассы, отметил на заседании министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Создание ведомства даст возможность отчасти решить вопрос, считает министр. Как вы знаете, существует проблема, я уже не раз обозначал ее главам районов, существуют ошибки в наименованиях сел, рек по центральной, по центральной нашей трассе. Вот. И этот вопрос никто не согласовывает. Автодор самостоятельно делает эти знаки, устанавливает их, и, к сожалению, там есть ошибки грубейшие. Поэтому в этот вопрос можно было бы согласовывать с министерством. В этом плане никаких дополнительных финансовых затрат не потребуется. Правительство рассмотрело вопрос ликвидационного баланса Новоафонского цитрусового госхоза Псырцха и передачи его недвижимого имущества в муниципальную собственность Гудаутского района. Однако из-за недоработки законопроект был отложен. В частности, у членов правительства возникли вопросы о судьбе цитрусовых насаждений и о том, как будут использоваться эти территории в дальнейшем. Премьер-министр Александр Анква поручил соответствующим ведомствам дополнить положение и вынести на следующее заседание. Правительство приняло решение списать здание АЗС-2 РУП «Абхазская государственная топливная компания». Речь идет о бывшей заправочной станции, которая пришла в негодность. Беслан Куправа считает, что восстанавливать данный объект нецелесообразно. Земельный участок будет передан администрации Гудаутского района. Бывшая заправочная станция в Гудаутском районе, она фактически пришла в ветхое негодное состояние. Есть соответствующее обращение в Кабинет министров самой компании о том, что нецелесообразна ее дальнейшая эксплуатация. И, мы подготовили проект о разрешении о списании
И опять-таки земли под земельный участок передаем в администрацию Гудаутского района. На заседании были утверждены правила предоставления субсидий редакциям негосударственных периодических печатных изданий и организаций, осуществляющих теле- и радиовещание. Всем негосударственным СМИ, зарегистрированным в качестве юридических лиц, будет выплачиваться 50 тысяч рублей в месяц из госбюджета. Много вопросов вызвала деятельность лесосечного фонда и лесовосстановительные работы на 2021 год. По мнению членов правительства, деревья вырубают больше, чем сажают. Особенно это касается Гагарского района. Предлагается утвердить по Государственному лесному фонду Республики Абхазия лесечный фонд на 2021 год по лесовосстановительным рубкам в общем объеме 33 041 кубометр. Из них 28 780 кубометров – это ликвидная древесина, в том числе деловая 23 340 кубометров и дровяная 5440 кубометров. В числе претензий к фонду неуплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Было предложено отложить вопрос утверждения фонда до полной доработки. Большие задолженности огромные у них. Ни за что практически не платят. Никаких мер безопасности не имеют, 2 погибших в прошлом году. На заседании помимо основных вопросов рассматривались 2 дополнительных. Кабинет министров утвердил перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета. Объем финансирования составляет 100 миллионов рублей. При этом заявок больше, чем на 1 миллиард рублей. В перечень вошли объекты, относящиеся к категории инфраструктурных, это вопросы, связанные с водоснабжением, с энергетикой, а также ряд объектов, относящихся к собственности, государственной собственности и находящихся в управлении соответствующих министерств и ведомств. Также на заседании была затронута тема электроэнергии. Бюджетные организации, включая министерства и подведомственные учреждения, должны выплатить Черноморэнерго около 93 миллионов рублей, которые накопились за неуплату электричества, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Если сегодня Черноморэнерго получит 90 миллионов, она кое-что успеет закупить. Это так. То есть все скапливается из вот таких якобы незаметных мелочей, которые соседствуют рядом с нами. Александр Анква поручил Министерству экономики подготовить документ, в котором будет указано, за какое время накопились долги и кто несет за это ответственность. Сима Аргун, Алексей Агухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж заседания правительства смотрите сегодня в нашей программе. Состояние электроподстанции Очимчира-Тяга, на которой накануне произошел пожар, и вопросы текущего состояния всей энергосистемы страны были обсуждены на совещании в Черноморэнерго. Во встрече приняла участие вице-премьер-министр экономики Кристина Узган. Разговор состоялся жесткий, но по существу. Подробности расскажет Алика Трапш. В начале о текущем состоянии электроподстанции Очимчира-Тяга, где накануне произошел пожар и большая часть оборудования вышла из строя. Без подачи электроэнергии оставались большая часть города и 5 сел Очимчирского района. Как отметил гендиректор Черноморэнерго Михаил Лого, в первые часы удалось восстановить энергоснабжение в городе, а уже затем поэтапно и в селах. Теперь вся нагрузка лежит на подстанции Очимчира-2, которую приходится отключать при максимальных нагрузках. Вот почему необходимо экономить электроэнергию. Уже сегодня, очищена территория подстанции от того, что там сгорело. Уже, я думаю, в эти минуты она будет готова для монтажа оборудования. Оборудование, которое мы с подстанции Сухум-1 и с подстанции БЗИП-220 уже манипуляторами, возможно, сейчас даже в эти минуты оно туда доставлено. Завтра с утра начнется его монтаж. В принципе, вот по той схеме, о которой мы говорим, завтра мы уже будем знать ориентировочные сроки, потому что это дело такое, где каждая мелочь может занять определенное время. Но приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать это как можно быстрее. Как сказал главный инженер Черноморэнерго Тимур Каци, завершить ремонтно-восстановительные работы на подстанции Очимчира-Тяга планируется к концу недели. По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Узган, для полноценного функционирования объектов энергетики нужны не только большие средства, но и элементарно надлежащий уход за этими же объектами. Кристина Узган коснулась и мероприятий по подготовке к зимнему периоду, которые Черноморэнерго начала с Гагарского района, чтобы определить уровень риска и аварийности на объектах энергосистемы. Просьба сделать эту работу оперативно и все-таки сказать,
где ситуация кричащая и что нам в первую очередь необходимо сделать. Да, есть вопрос финансирования, но вы знаете, что и президент, и премьер-министр в этом вопросе нас с вами услышали, и нам будет оказана соответствующая поддержка. Главное, чтобы мы могли вовремя дать соответствующие предложения и вовремя провести эти работы. Поэтому, пожалуйста, мобилизуйте всех своих специалистов и проведите эту работу быстро и оперативно. Нам к середине июля нужно будет знать масштабы этих работ и их стоимость, для того, чтобы мы сделали соответствующее предложение. У вас всего на это 2 недели. Пожалуйста, Михаил Валерьевич, мы ждем результатов официальным обращением, для того, чтобы далее Министерство экономики могло инициировать рассмотрение вопроса на уровне правительства и администрации президента. Сегодня дневное потребление электроэнергии составляет 5 миллионов 600 тысяч киловатт-часов по районам. То есть фактически потребление не снизилось. Кристина Озган поинтересовалась, что за последние 2 месяца после остановки перетока было сделано представителями РЭС. Какие меры они приняли, чтобы снизить потребление в районах? Сколько объектов отключили? Более 60 объектов по району было отключено, имеется в виду майнинговых ферм. Вот. Ну, более 60 ферм, это порядка 45 мегаватт, но это трансформаторной мощности, потому что не всегда удается определить фактическую потребляемую мощность. Я же уточняю, что не всегда получается установить фактическую мощность, потому что не представляется возможным посчитать количество аппаратов, так как фермы зачастую они закрыты. И в 90% случаев, когда мы подъезжаем, они отключены. Поэтому не удается замерить реальные нагрузки, которые идут от той или иной фермы. Поэтому мы брали трансформаторную мощность. Кристина Озган не удовлетворил ответ Алхаса Чамба, так как, по ее словам, динамика на снижение потребления электроэнергии в Гагрском районе не наблюдается. При этом собираемость за потребленное электричество в Гагрском районе в 2019 году составила 46,5%, в 2020 году 35,6%, а с января по май текущего года 28,5%. Те цифры, которые я озвучил, это приравнивается к совокупному потреблению с учетом майнинга. Как вы знаете, наша система не позволяет отдельно разграничить потребление физических лиц и майнинга, соответственно, цифры за счет этого корректируются. Но, скажем, за 2020 год из положительного по юридическим лицам 98,2% собираемости, к 2019 году 88,0%. То есть это направление отработано практически. Да, 20-м почти 100%, да, 98,2%, это достаточно серьезный показатель. Начальники районных электросетей отчитались о том, как осуществляется собираемость платежей в районах. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган высказала недовольство их работой. Я прошу вас с января месяца мне акты выездной проверки по потребителям, где контролер прошел в определенный период времени, собрал вместо 100 рублей 20 рублей, и вы провели проверку, заактировали, установили факт, что он действительно благонадежный сотрудник, он прошел по всем 25 домам, начислил правильные 100 рублей, но физически не оплатили остальные 80. И вы, соответственно, к этим людям пришли, разговаривали с ними. Дайте мне, пожалуйста, в июне месяце я могу дать. Не надо рассказывать. Нет, я хочу эти акты увидеть. Задолженность платежей за потребляемую энергию по бюджетным учреждениям в республике составляет 93 миллиона рублей. Все юридические лица, у которых есть сегодня задолженность, им отправлены уведомления до 5 июля. Организации, которые не погасили задолженность, они будут гарантированно обесточены. Естественно, есть момент, связанный с тем, что, может быть, физически нет возможности 100% от задолженности погасить, но не менее 50% с предоставлением графика погашения оставшейся задолженности. Это будет условием для того, чтобы объект оставался подключен к сети. Все остальные абоненты, юридические лица, должники будут обесточены до 5 июля. То, что касается физических лиц, как вы знаете, очень ограничены наши возможности по индивидуальному отключению, хотя в городах у нас еще есть возможность индивидуально подходить, отключать абонентов. Но то, что касается уже районов и сел, у нас такой возможности, к сожалению, нет.
То есть технически не обоснованно, индивидуально, коммерчески не обоснованно, индивидуально в селах проводить отключение. Тяжелая мера будет предпринята. Как вы знаете, президент дал поручение личной ответственности глав администрации сел, как за майнинг, обнаружение в селе, и также и за собираемость. Соответственно, теперь это нам позволит в контакте с главами сел вопрос платежей по селу решать. В каждое село в июле месяце будет направлен наш представитель, будут предоставлены данные по собираемости абонентов в этих районах. Это и городов касается, не только сел. И, соответственно, будет проведена работа с должниками. Кристина Узган отметила, что будут осуществляться жесткие меры по вопросам снижения потребления электроэнергии и собираемости платежей. Сегодня на заседании правительства этому вопросу было уделено очень серьезное внимание. Дано соответствующее поручение всем министерствам, ведомствам. Мы сейчас готовим детализацию, почему я просила период образования задолженности. Будет соответствующее обращение к вам, чтобы были акты сверок, потому что для многих было удивлением, что они должны. При этом были ссылки на то, что есть проблемы, связанные с тем, что до сих пор не подписаны договора. У вас, наверное, идет договоры, простите, у вас, наверное, идет перерегистрация, судя по всему. Заканчиваете вы ее, заканчиваете. Но не должно быть аргументом, что Черноморэнерго не подписала договор, поэтому мы 1 миллион или 2 не оплатили. 1 миллион или 2 сегодня для нас это серьезные деньги, по крайней мере, что касается задолженности бюджетных учреждений, госпредприятий. Мы будем контролировать и, соответственно, реагировать. Но, уважаемые коллеги, на местах вы посмотрите, что происходит. Никто за нас эту работу делать не будет. И у вас будут подстанции гореть, не у вас, у нас с вами будут подстанции гореть. Мы через 3 месяца, у нас будут большие нагрузки, потому что будет похолодание. И мы будем опять людям объяснять, что вот получилось так. Но это несерьезно. Давайте вместе сделаем то, что хотя бы мы на нашем уровне можем сделать. Сейчас средства, которые мы отвлекать будем на Очимчирскую подстанцию, могли бы также профилактические мероприятия провести на подстанциях, подготовиться хотя бы минимально к зимнему периоду. Но мы сейчас это будем отвлекать туда. И не дай бог что-то еще произойдет. Оно может произойти, мы не застрахованы, потому что у нас везде катастрофа. И это не потому, что это произошло за год или за полгода, и в этом нет конкретной вины руководителей, которые не полный год возглавляют эту организацию. Это накопившийся объем проблем за 20 с лишним лет. Это абсолютно иждивенческий подход к отрасли. Пусть выживает, как считает нужным. Платить мы не хотим, финансировать мы не хотим, реконструировать мы не можем, инвестиции привлекать мы не будем. Это все понятно. А как подавать свет людям? Как дать электроэнергию? Здесь никто не фокусник. И понятно, что сейчас на наши с вами плечи весь этот негатив обрушился. И он абсолютно обоснованный. Мы можем сказать людям, почему они возмущаются. Они обоснованно возмущаются. И понятно, что мы за месяц с вами все вопросы не решим. Но хотя бы тот минимум, который мы можем с вами решить, давайте решим его. Зачем мы будем каждый раз проводить одни и те же совещания и уговаривать друг друга? Мы не должны уговаривать, что мусора не должно быть на подстанции. Мы не должны говорить о том, что контролера надо проверять. Мы должны говорить, быть убедительными с людьми, которые не платят, объяснять, что не будет света, если не будете платить. Давайте проверим себя, своих друзей, своих коллег. Платим ли мы сами за электроэнергию? Когда много говорим о патриотизме, все дружно. Давайте с себя тоже начнем. Все проверим себя. Мы платим за электроэнергию. Наши родственники, наши родные платят за электроэнергию, когда мы призываем всех остальных платить. Хотя бы по своим близким давайте пройдем и их заставим заплатить. Может, они нас услышат, может, они нас поймут. У нас тариф 40 копеек. Непопулярные вещи вынуждены говорить, но должность обязывает. Мы будем менять этот тариф. И он будет большим обременением потом, понимаете? Да, мы введем механизмы социальной нормы, норматива потребления, чтобы сделать более-менее щадящий режим. Но это не может быть бесконечным. Мы не окупаемся, наша система не окупается. Она не может сама себя содержать. А государство таких средств на ее содержание в дотационном порядке не имеет. И получается замкнутый круг. Все друг друга ругают, говорят о том, какие все мы умные или не умные, или какие мы ошибки допускаем или не допускаем. Но ситуация в энергетике же не меняется.
Вместе с тем, как отметила Кристина Узган, Министерство экономики и Черноморэнерго провели большую работу по подготовке пакета нормативно-правовых актов. И это будет определенной отправной точкой, которая сможет изменить ситуацию. Речь идет о расчете абсолютно обоснованного тарифа, и в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение президенту и премьер-министру. Соответствующая программа разработана и по установке приборов учета, что позволит не только увеличить собираемость платежей, но и сэкономить потребление электроэнергии. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Министерство внутренних дел Абхазии усилило меры безопасности в отелях Гагры. Об этом материал пресс-службы МВД. В целях обеспечения общественного порядка на туристических объектах, личной имущественной безопасности граждан, прибывающих на отдых в Абхазию, сотрудниками правоохранительных органов проводится регулярное патрулирование территории гостиничных комплексов и пансионатов. Такие дополнительные меры введены по указанию министра внутренних дел Дмитрия Атбар для контроля соблюдения правопорядка непосредственно в местах размещения туристов. Персонал служб охраны курортных объектов проинструктирован для несения службы по охране и обеспечению безопасности туристов, в частности в Гагрском районе. На встрече руководства Гагрского управления внутренних дел с представителями ведущих курортных объектов района обсудили вопросы организации правопорядка в курортных зонах в целом, а также обеспечения техническими средствами контроля территории отдыха и размещения туристов. Начальник районного управления внутренних дел Юрий Агрба отметил необходимость тесного сотрудничества служб охраны туристических объектов и милиции и уведомил присутствующих, что при проведении профилактических мероприятий с целью недопущения противоправных деяний и нарушения общественного порядка будут проверяться все места массового отдыха граждан – санатории, гостиницы, открытые кафе и рестораны. Для обеспечения необходимой информации гостей Абхазии, а также сотрудников курортных объектов, Министерством внутренних дел разработаны памятки с контактами экстренных служб и телефонов доверия, по которым граждане могут обращаться в правоохранительные органы в любое время суток. 24 живописные и скульптурные работы как итог 4-летней кропотливой учебы. В Сухумском художественном училище имени Чачпа прошла защита дипломов. Как проходил экзамен и каковы планы юных художников? В репортаже Эсмы Гуланзе. 4 года учебы позади, а значит время показать, чему научились юные художники. Один за другим выпускники представляли свои работы, демонстрируя талант, накопленный творческий багаж и трудолюбие. Художники радовали жанровым и сюжетным разнообразием. Пейзажи, натюрморты, портреты и скульптуры на разную тематику. Милана Миквабия в своей работе «Отдых на поле» изобразила родную деревню и простой сельский быт. Я жила в деревне и решила показать все то, что я видела своими глазами, и то, в чем я участвовала всегда. На задних планах люди, которые работают, и скатерть, это все придает особый какой-то образ. В своей экзаменационной работе выпускник художественно-декоративного отделения училища Михаил Паницкий изобразил Сухум. Композиция – результат детального изучения темы и кропотливого труда над эскизами. Картина художника объединила знаковые места и достопримечательности столицы. На одной картине словно изображен весь Сухум с разных точек зрения. Здесь изображен и ботанический сад, и главные часы нашего города, и также часть вокзала, также набережная. Также мне нравится работать с яркими теплыми цветами, ведь они могут передать солнечное освещение нашего города. Выпускники продемонстрировали яркие содержательные работы. Конечно, всех этих творений не было бы без преподавателей, именитых художников и скульпторов, которые наставляли, давали ценные советы, переживали и радовались вместе с учениками. Из-за пандемии учебный год выдался непростым, хотя в училище продолжались запланированные занятия, как практические, так и онлайн. Вот в этих сложных условиях проходила работа и наших учащихся просто по курсам, и работа педагогов, и работа над руководством дипломными работами наших учащихся и выпускников. Вы знаете, как было трудно, нельзя было приходить сюда, нельзя было всем вместе полноценно работать, но в любом случае, вот я хочу сказать, сегодня наши руководители дипломным проектированием сделали все возможное, чтобы наши учащиеся выпускники имели возможность защитить свои дипломы. Несмотря на сложности жизни, творчество продолжает развиваться. Коронавирусные ограничения стали импульсом для многих художников по всему миру. Абхазский не исключение. Но удивительно, с одной стороны, непростой год вот нам дал
можно сказать, очень хорошее количество персональных выставок, очень интересные творческие работы. То есть то, что было с одной стороны сложно в учебном процессе, в творческом оказалось... Заставило людей толчок с конца. Да. Что-то такое произошло, то есть во всем есть, наверное, какие-то плюсы. К сожалению, не все выпускники продолжают в дальнейшем заниматься творчеством. Однако с уверенностью можно сказать, что наша молодежь, безусловно, талантлива. А самое главное испытание для молодых художников впереди, и оно называется «Взрослая жизнь». Эсма Гуланзе, Арина Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 1 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.